При первых симптомах простудных заболеваний люди начинают скупать всевозможные антибиотики, дабы избежать осложнений. А ведь это чревато новыми проблемами. Медики не устают повторять, бесконтрольный прием таблеток не только не даст ожидаемого эффекта, но и усугубит течение заболевания, нанося организму огромный вред. Врачи напоминают, к лечению каждого заболевания нужен индивидуальный подход. Глобальная и одна из самых тяжелых проблем в нашей стране, так как в организме проявляется резистентность к антибиотикам, то есть микроорганизмов к антибиотикам, и это лишает антибиотики и другие противомикробные средства способности лечить, так скажем, да, грубо говоря, потому что если в организме происходит привыкание, да, резистентность, грубо говоря, это привыкание к антибиотикам, значит, данные антибиотики не лечат уже данную патологию. Занимаясь самолечением, люди не соблюдают дозировки, кратности и длительности применения антибиотиков. Словом, если человек пьет сразу несколько разных лекарств, чтобы уже наверняка купировать боль и вылечиться, это может привести к шоку организма. Как не допустить таких осложнений, медики объясняют в рамках недели борьбы с антимикробной резистентностью, которая стартовала по всей России 20 ноября. Врачи Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики проводили лекции в школах, раздавали информационные буклеты жителям. Вообще существует немало факторов, которые способствуют к возникновению устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, но одно из самых важных в нашей республике особенно – это самолечение. У нас, к сожалению, народ любит заниматься самолечением и сами себе назначать, отменять, менять дозировку и так далее. Хотелось бы сказать, что это очень важно, что так делать нельзя, так как дозировку, например, врач подбирает индивидуально под каждую патологию и под каждого пациента индивидуально. По оценкам специалистов с 2019 года, устойчивость бактериальных инфекций к противомикробным препаратам стала причиной смерти более 1 миллиона человек. И не случайно, ведь все эти препараты просто вызывают привыкание. За последние 30 лет у нас в стране, да и во всем мире не происходит производство нового антибиотика. Соответственно, это говорит о том, что нам все наши инфекции, да, нужно лечить данными антибиотиками, которые у нас сейчас есть. И, соответственно, при мутации генов данных микроорганизмов и лечении данными антибиотиками, и если у нас полная резистентность ко всем антибиотикам, мы, к сожалению, должны говорить о том, что это приведет к летальному исходу. Медики просят запомнить самую простую истину. Важно доверять свое здоровье профессионалам, врачам, которые поставят правильный диагноз и назначат вам необходимое лечение. Абдулмажид Халухоев, Султан Булгучев, Новости 24.